испокон веков наша нация считается одной из самых красивых и стройных в мире. А это все потому, что в чеченской кухне используются только самые полезные продукты. Наши предки употребляли только здоровую пищу, ведь регион щедро одарен плодородными землями. В горах большое разнообразие ягод, в реках рыба, форель. На плодородных полях растут культурные растения, такие как пшеница и кукуруза, скот, который дает вкусное молоко и мясо. Ну а в начале февраля из-под земли пробиваются светлые зеленые ростки черемши. Именно из этого продукта сегодня мы и будем готовить чеченское национальное блюдо холтмаш. Рецепт приготовления раскроет нам шеф-повар этого ресторана. Дадаева Эльза Элизбаровна родилась в Грузии, Ахмедском районе селения Дуиси 2 октября в 1971 году. Училась она в Дуинской средней школе номер 1. После 6 класса семья Эльзы вернулась на родину, где она уже окончила Грозненскую среднюю школу номер 17. После поступила в Грозненское производственно-техническое училище номер 12 на специальность повар-кондитер. С 1991 года Эльза Дадаева работает поваром в разных заведениях города Грозного, а в 2012 году была приглашена в ресторан Дей Керч на должность шеф-повара, где по сей день продолжает свою рабочую деятельность. Вы знаете, у меня складывается такое впечатление, что я попала в прошлое, ведь именно так строили жилища наши предки. Использовали они природный камень, глину и солому. Чеченская кухня прежде всего зеленая и богато витаминизированная. Ее основные компоненты – мясо, черемша, сыр, тыква, творог, кукуруза. На кострах и в печках готовили еду, от которой люди были рослыми и крепкими. Так что, друзья, давайте питаться вкусно и правильно, как делали наши предки, и мы будем здоровыми и сильными, как они. Думаю, эта небольшая экспедиция в прошлое, хоть немного, дала вам почувствовать тот дух времени наших предков. А теперь отправляемся на кухню. Dediktörsü, bol irstolşulşu. Elz mi çağır? Ага. Эльза, dediktöla. Что вообще? Да, нормально, я вас дождалась. Да, Эльза, мы немного задержались. У вас во дворе такая красота. Все сделано дизайнерами вот именно под стиль чеченских национальных традиций. А я смотрю, вы приготовили нужные ингредиенты. Эльза, что мы будем сегодня готовить? Да, совершенно верно. Мы сегодня будем готовить холтмаш с начинкой из черемши. Ну что ж, тогда давайте приступим к приготовлению чеченского национального блюда холтмаш. Давайте. Бисмиллахир-рахманир-рахим. В первую очередь мы начнем с черемши. Давай тогда нарежем с тобой черемшу. Это растение, которое богато витаминами. Ты знаешь, что у черемши есть и другое название. Ее называют медвежьим луком. У этого растения есть еще очень много полезных свойств. Ее используют люди, у которых гипертоническая болезнь. Ну и много интересного вы сейчас узнаете. Черемша – древнее лекарственное растение, известное еще германцам, кельтам и римлянам. При археологических исследованиях в поселениях эпохи неолита в предгорье Альп нередко находили следы черемши. Это предполагает ее использование еще 5000 лет тому назад. В диком виде может расти вплоть до тундровой зоны. Произрастает большей частью в тенистых лесах, в долинах, вблизи рек. Реже культивируется как садовое растение.
Листья и стебли луковицы обладают сильным чесночным запахом благодаря содержанию гликозида, олеина и эфирного масла. Чем выше в горах растет черемша, тем большее содержание витамина С в растении. Кроме того, во всех частях имеется белок, фруктоза, минеральные соли, фитонциды, лизоцим и каротин. Черемша повышает аппетит, увеличивает секрецию пищеварительных желез, усиливает моторную функцию кишечника, препятствует накоплению холестерина в крови, стимулирует сердечную деятельность, снижает кровяное давление и способствует нормализации обмена веществ. Это растение нельзя употреблять людям, страдающим такими заболеваниями, как гастрит, язва желудка и эпилепсии. Поляны с черемшой называют в народе медвежий луг, но славятся такие луга не только как продукт питания, а также как поляны с лечебным растением, которое способно облегчать людям большое количество различных недугов. Эльза, вот скажи, пожалуйста, кто научил тебя вообще готовить? Меня мама научила. Ну а первое блюдо, которое ты приготовила самостоятельно, какое было? Это мама меня заставила сделать чепелкш. Да? И как у тебя получилось? Мне вот интересно очень. Ну, точно не помню, но думаю, что нормально. Да. Ну, похвалили тебя или как? Да, мама сказала, что у меня все нормально получилось. И сколько тебе лет тогда было? Точно не могу сказать, но было где-то 12 лет, 10-12 лет. Вот посмотрите, какой способный повар, да, уже с детства начала самостоятельно готовить пищу. А потом, после этого, какие блюда ты еще готовила? Я всегда маме помогала делать галныш, еще. Вот в основном еще такие блюда, которые часто используют, да? Ну да, ну да. Да, там жижи галныш, вот эти борщ, да, любые салаты, да, наверное. Когда ты поняла, что ты вот будешь поваром, что в дальнейшем ты свяжешь свою судьбу именно с этой профессией? Ну, я с детства любила находиться рядом с мамой, когда она готовила. Всегда мне нравилось. К окончанию школы, когда мне пришлось выбирать профессию, я выбрала профессию повара. Это хорошая профессия, можно сказать, благородная. Ты приносишь пользу людям и вот так вот радуешь их приятно. Думаю, наверное, ежедневно вот у себя дома ты радуешь не только своих близких, но и гостей. Когда ты начала вот уже свою рабочую деятельность, то есть первое кафе или первый ресторан, где ты работала? Вот. С 91-го года я начала работать поваром. И у меня было свое кафе свой. Я в разных местах работала. Эльза, а чем тебе нравится профессия повара? Мне нравится эта профессия за то, что я люблю вкусно готовить и радовать своих близких и гостей. Какими главными качествами должен обладать хороший профессиональный повар в приготовлении пищи? В этом надо душу отдать, с любовью надо приготовить. Действительно, это так. Я всегда говорила и говорю, что в приготовлении пищи нужно, самое главное, делать ее с желанием и с положительными эмоциями. Конечно. Потому что мы передаем это все вот через руки, через, в данном случае, через наши добрые руки, да? Эльза, кто сегодня к нам придет в гости и попробует наше блюдо? К нам придут деятели культуры и наши гости, постоянные гости. Постоянные гости. Да. Ну что ж, имена их мы не будем раскрывать, сохраним интригу, и в конце программы вы, уважаемые друзья, узнаете, кто к нам придет и споет, наверное, и станцует, Ну, да? Потому что деятели культуры обязательно это должны знать. Ну а я, в свою очередь, попрошу их, чтобы они это сделали. И немножечко поднимем вам настроение. Да. Ну что же, а мы продолжаем резать нашу черемшу. Осталось тут совсем немного. Эль, скажи мне вот одно. Мы просто сырую так ее будем как бы использовать? Или нам придется ее как-то сварить, пропарить, Нет, прожарить? нам придется потушить с жиром. С жиром, да? Да. Но вообще, я так понимаю, что здесь можно еще добавить крапиву, да? Крапиву можно, но так как у нас сейчас не сезон, мы туда добавим щавель, зелень, творог
яйца и масло. Ну, это тоже очень полезные продукты. Но если вы будете готовить это блюдо где-то, наверное, уже начиная с апреля, с мая, то вы можете добавить тоже Да, вот крапиву. такую, да, крапиву, которая тоже очень богата витаминами. А нам надо кушать все самое вкусное и полезное. Да, ведь? Да. Потому что испокон веков мы это делаем и не будем теперь нарушать традиции. И сейчас мы тоже готовим чеченское национальное блюдо. Старинное. Да, старинное, которое делали наши бабушки, Да. где-то там в горах. Некоторые просто, наверное, и пекут их тоже, да? Да, в Также духовочке. в духовке. А вот наши предки это делали в таких печках. Духовка, печка. Да, в таких печках. Они были глиняные, такие очень интересные. Вот и в таких условиях я знаю, что они получаются вкуснее. Ну да. Вот, с дымком, вот с ароматом всего этого тоже очень вкусно получается. Но экспериментировать мы не будем, и печки у нас нет. Но я бы очень хотела вот тоже вот нашим зрителям показать, как это в печи готовится, вот так вот на дому. Если у меня будет такая возможность, я обязательно какую-нибудь программу проведу где-нибудь в горах. Мы сделаем, соорудим себе такую печку и тоже будем там печь. Ну, мало ли что, да, в жизни да, бывает, конечно. да? Вдруг там света не будет или газа не будет. Надо же как-то выходить из ситуации и помогать нашим уважаемым зрителям, которые сейчас смотрят, и учить тоже их, как нужно выходить из любых ситуаций. Да. Не оставаться голодным, самое главное. Так, итак, мы порезали черемшу. Вот посмотрите, какая она у нас получилась. Порезали мы ее мелко, мелко порубили. Теперь мы ее так оставляем, да? Ага, Что жарим. Жир. Обжариваем, да? жиром. Идем, значит, к газовой плите. Теперь кладем туда говяжий жир. Вы можете использовать также и бараний жир, то есть то, что у вас находится под рукой или в вашем холодильнике. Ну, а поставили мы сковороду на какой огонь? На средний огонь. На средний огонь. Итак, Туда добавляем, теперь добавляем нашу черемшу, нашу зеленую красавицу. Сейчас, конечно, когда мы ее уже пережарим немножечко, она приобретет немножечко другой цвет. Но это нисколько, я думаю, не испортит нам аппетит. А вот так на среднем огне все это немного тушим и таким образом пережариваем. Для того, чтобы у нас не получилось сухим далнаш, мы туда добавляем 2 столовые ложки топленого масла. Хорошо. Ну а топленое масло, несомненно, придаст такой пикантный вкус этой нашей черемши и, соответственно, начинки. Убавляем огонь и оставляем на 2-3 минуты. Тем временем, пока это томится, мы перейдем к другой Процедуре, да. как Режем сказал бы яйца. врач. Да. Мгм. Будем резать наши яйца. Яйца у нас вареные, да? Ага, вареные яйца. Вареные яйца. Это Кубиками. белок кубиками, да? Мгм. Зимой мы истратили все витамины, и теперь пришла пора повышать нашу иммунную систему и кушать все самое вкусное и полезное. Все, быстро мы с тобой порезали это. Теперь что мы будем делать? Теперь мы режем щавель. О свойствах щавеля можно говорить и говорить. Тоже очень вкусный и полезный продукт. В нем есть такой витамин, как С. Витамин С, который сейчас в это время очень нам необходим. Витамин, который нам необходим. Видишь, как в стихотворной форме аж я заговорила. А я буду резать петрушку. клетчатку, петрушку. А петрушку как мне, Эльза, порезать надо? Средний тоже. Средний, да? Ну вот смотри, сколько всего вкусного у нас тут, сколько всего полезного. Эльза, а вот у себя дома вы обычно какую вот пищу готовите? Ну, мы дома всегда в основном делаем национальное блюдо. Там жижгал наш, чепал, хингал, дал наш, холтмаш.
Ну а вот ты сама любишь что? Хингл, шилич, эйпл, шилич, жижигал, что из этого ты любишь? Я люблю хингалш. Да? Да. Действительно очень вкусная пища, особенно тыква, которая тоже очень полезная и вкусная. А вот детки твои что любят? Какую еду? Дети мои любят больше всего хинкали грузинский. О, ты даже знаешь и грузинскую кухню, да? Да. Ну а это какие хинкали? Я не слышала, как вот грузины это делают. Хинкали фаршированные с мясом. Ага. Такие круглые, красивые бывают. А, это как манты, да, такие? Да, да. А, всё Только в понятно. воде варят. Да. То же самое тесто с тем же самым фаршем. Тоже вот так вот закрыть полностью. Так, Эльза, ты вот, наверное, даришь, я посмотрю, что у нас здесь. Перемешаем все это. Так, все здесь нормально. Оставляем также дальше. Пускай все это у нас томится. Итак, пока Эльза режет нашу петрушку, я бы хотела спросить. Вот помимо того блюда, которое мы сейчас делаем с черемшой, какие еще ты знаешь? Как повар, расскажи нам. Пирожки с черемшой, а еще можно далнаш. И то же самое черемшу пропарить с маслом, топленым маслом. Да, это классическая черемша называется, да? Ну да. Идешь домой вечером после работы, со всех сторон, со всех дворов исходит запах черемши. И тогда я понимаю, что наступила весна, и уже пора бежать на рынок и покупать Черемшу. эту, да, ароматную черемшу и кушать, и кушать. Это же все-таки сезонный продукт, да? Конечно. Но я знаю, что можно ее и сушить, и консервировать. И консервировать можно. Ну а вот каким образом ее можно консервировать? То есть как это делается? Например, на килограмм черемшу берем литр воды, прокипятить, туда добавляем 1 столовую ложку соли, туда ложим черемшу, вот эту килограмм, 1,5-2 минуты оставляем и сразу в банку и стерилизуем. Бывает очень вкусно. Так что люди, которые скучают по запаху черемши, могут сохранить вот такой вот полезный продукт у себя дома, законсервировав его в больших 3-литровых банках. Да. И вот так вот своих 3-литровую соседей... банку можно 3 килограмма сразу же. Да. И вот так вот своих соседей иногда зимой где-нибудь в начале января или в ноябре тоже вот так вот радовать их приятно запахами черемши, которые расходятся на многие-многие метры, можно так сказать. Ну а теперь будем соединять все Вместе, да? вместе, да. Для этого у нас есть вот эта замечательная посуда, в которой я тебе тоже буду помогать и принимать активное участие. Бездействие – это плохо, надо всегда действовать. И на сколько порций мы это делаем? Ну, примерно на 10 порций. Ароматная черемша переходит в нашу миску. Теперь мы добавляем сюда творог. Творог какой у нас, Эльза? Свежий творог. Свежий, слабосоленый. Слабосоленый, да. Так, И добавляем добавляем петрушку. клетчатку, петрушку нашу, которая у нас тут И шавель. с щавелем, да. И все это тщательно перемешиваем. Даже сейчас посмотрите, как все это красиво выглядит. Добавляем соль. Чуть-чуть соль. Добавляем соль. Ну, сюда, наверное, Чайную ложку. чайную ложечку. Так вот. Опять мешаем. Сейчас мы это все перемешаем и будем готовить тесто. Будем готовить Начинка тесто. у нас готова. Да, начинка у нас готова. Эльза, на вот вашем заведении, вот помимо национальной кухни, что-нибудь еще готовят? Да, европейская кухня Тоже у нас и европейскую, грузинская есть. Эльза, а есть ли у вас фирменное блюдо? Наше фирменное блюдо называется дайкерч. В него входит сушеное мясо, мясо говядина, куриное и барш. И галушки кукурузные и пшеничные. Что ж, приду к вам и обязательно попробую вот это замечательное ассорти, Хорошо. потому что обычно в обычных заведениях бывает что-то по одному. Ну, а у нас тут получилось вот что. Еще раз хочу показать зрителям, чтобы они знали, что нужно добавлять вообще в эту начинку. Ну, мы сюда добавили, значит, черемшу, яйцо, творог, зелень
Это у нас петрушка, можно сюда добавить лук, крапиву по возможности, то есть когда наступит сезон. Щавель. Зеленый. Да. И вот так вот все это смешать с добавлением жира и топленого масла. Это для того, чтобы наше блюдо не было сухим, было очень вкусным. Ну и это, соответственно, придаст особый такой вот аромат этой начинки. Ну что ж, мы откладываем это сюда вперед, чтобы нам это не мешало. И переходим к тому, что будем делать тесто. Тесто тоже у нас необычное, и сейчас мы узнаем, какое. Волшебным образом с нашего стола исчезли ненужные предметы, и осталось только самое необходимое. Что мы будем делать? Мы начинаем с теста. Нам нужен кефир, мука кукурузная, пшеничная мука, сода и соль. Кукурузная мука. Так. Покажи зрителю, какая она у нас. Цвет какой у нее. Такой желтый. Да, соответственно, похож на нашу кукурузу. Ну а сейчас мы можем увидеть непосредственно тот продукт, из которого была изготовлена эта мука. Вот это действительно настоящие кукурузные початки. Так что посмотрите, как они выглядят. Посмотрите, как они переливаются. Какая красота. Теперь к пшеничной муке переходим. Туда добавляем пшеничную. Да. Их зерна я не могу вам показать, потому что их нет. А могу показать вам что-то другое, тоже очень интересное. Допустим, сейчас у нас позади находятся подносы. Такие вот красивые изделия делали наши предки. Оно было вручную изготовлено. Посмотрите, какой рисунок, орнамент здесь интересный. Потому как на этом подносе есть вот такие небольшие пятна окисления, можно понять, что это было сделано очень-очень давно. И оно, наверное, пролежало где-то в земле или в другом каком-нибудь сыром месте. По краю вот этого подноса вот мастер очень искусно сделал вот такие вот небольшие рубцы, тем самым украсил вот это вот произведение искусства. Я считаю, что это вообще достояние нашей нации. Вот такие вот вещи, которые делали наши предки. С другой стороны, это выглядит вот так вот. Вот видите, как-то, наверное, молоточком это все так отбивалось, все это интересно вот так вот делалось. Положим на место, не будем нарушать наши декорации. Но это еще не все, уважаемые мои друзья. Здесь у нас есть еще одно искусство такое. Вот такой вот кувшин. Старинное изделие, сделанное руками кузнеца. Представляете, сколько усилий нужно, чтобы сделать вручную вот такой вот железный кувшин. Трудное, конечно, дело было, но ради искусства люди иногда идут на такие крайности. И благодаря им сейчас мы можем лицезреть вот такой кувшин, который является частью нашей истории. Ну что ж, положим тоже это на место. И теперь, наконец-таки, я вернусь к столу, и мы расскажем дальше нашим зрителям, как нужно правильно готовить и вкусно наше блюдо под названием холтмаш. Итак, что дальше будем делать? Дальше туда добавляем соду. Соду прямо туда. 2 столовые ложки. 2 столовые ложки. Сода пищевая. И соль. И соль. Тоже 2 столовые 2 ложки. столовые ложки. Теперь перемешиваем с кефиром. Да. И делаем мы это вручную. Вручную, да. Благодаря соде они будут вот такие немножечко пышные. Сейчас она мешает все это, добавляет сюда все ингредиенты, а я вот стою тут и чувствую запах, который исходит с кукурузы. От нашей кукурузной муки. Такой приятный, пряный, мягкий, вкусный запах. И очень полезный ингредиент – кукурузная мука. Теперь у нас тесто готово. Теперь выкладываем тесто на доску и начинаем резать маленькими кубиками, то есть кружочки. Теперь делаем лепешки. Эта лепешка не должна быть толстой, так как сюда была добавлена сода и кефир. Из-за этого при варке она в объеме увеличится. Так, теперь 2 столовые ложки начинку добавляем туда. Все это сворачиваем таким образом.
Так, аккуратненько. Вот. Видите, как все интересно получилось? Вот такая вот, не побоюсь сказать, красота. Ну а нашим зрителям, которые сейчас смотрят нас за телеэкранами, я хочу сказать, что все выпуски программы вы сможете посмотреть на нашем сайте gross.tk.net. А еще также у нас есть своя страничка на сайте Одноклассники под названием «На кухне У». Заходите, оставляйте свои отзывы, а также присылайте свои вкусные и полезные советы. Итак, теперь осталось только сварить вот эти наши холтмаш. Давай, сварим их, закинем в нашу воду, которую мы заранее поставили на газовую плиту, и сейчас она у нас кипит. Добавляем сюда соли и туда уже нашу холтмаш. Так, наш холтмаш варится 5-10 минут. Пока варится, у нас за стенкой девочки наши приготовили еще кое-какие блюда наши национальные. О, это будет интересно. Гости наши будут довольны. Чепалкш, да, хингал, жижгал. И ваши фирменные блюда, да? Да, наше фирменное блюдо дайкерч. Достаем теперь нашу холтмаш. Вот и готово у нас наше чеченское национальное блюдо холтмаш. Посмотрите, какие добротные они получились. И именно так делали это блюдо наши прапрабабушки. А то сейчас галушки какие-то маленькие, я не знаю, пирожки какие-то маленькие. Надо вот делать хорошие, чтобы вот раз-два и наелся уже. Наедимся, наверное, сегодня и мы, а вернее наши гости. Ну что ж, идем к нашим гостям. Эльза, как ты думаешь, им понравится это блюдо? Несомненно. Посмотри, какая красота. Да, это да. От нашей кухни к вашему столу. Мы приготовили это чеченское национальное блюдо холтмаш. Мы хотим, чтобы вы это попробовали и оценили наши кулинарные способности, а также нашим зрителям, самое главное, передали, вкусно это или нет на самом деле. Так что сделайте одолжение. Мы как сделаем? Мы сперва съедим все это, потом скажем. А то если мы сразу скажем, сразу прибегут люди и нам не достанется. Мы как бы первые дегустаторы самого блюда. Да, этого блюда, да. Все. Тигда узел. Халасыл. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Hoş geldin Hüseyin Hiç.
نحكي هذا نقدر شحالكم فيه شو ديك شامبو شو ديك هنا وقطع ارسي ما تعول بيس لوعد بيس عضو فوق تمام هين خاص وين نخشي حاول وين ديش تموش أروت إيه بوس بوش عندي ناخون خو هذا أردي نقصه نخشي بقتين ديك ده أردو قرر خوش نيتنا كود خوشي هانكي ده ديان قيد يميل لهم يقصع بالبيش يجليت مليون شامل خوش وديناتو جوز ديناتو ساعة شيء فرد أردو خلاص موكش هو كير ناس ده ناس من درب من درب أبو بوزي ناس عشرة مسوا أول هو دائرة ده رئيس خل هردين شو آمين ده درب من دول كي قدر شو زين ده جميع ده ده اسمه والله سويا خيبر سو نيش بوكي هونك بيلي اليشر كي قدر زين ده جيان صدق بتلاز دلوز دي شو فوق ده بطل زوي بطل ناس شو صار كدي يطي غد يوم شوش مغري وين ويش عارسن كينا خلاص خبرت شرخ خالد وزد مش نموش نقول ويلي وتوي اشترقاتش ايش دكا يسبو دي بقولك ايش اشترخ مغوش خزلي وش ايش دو شري ديال بايشر صوبي شنو وين دي ما كاشنو ليلو بو صح وشو ديك دوخ شو ديك دوخ داي قيرتش دوه هو داي قيرتش السيه في أردوك كانوا ما تسافر شيء داي قيرتش دوها سول مرزي سول ديكي هم دات وأحمد سليمان ميق اللي ذات قيرتش قيس تشغيلي وتسألوا شو يوهولش يوينيه كوميرشال دوينيه ويز دوش بوش خزيزي مودي سنتي لا الوقت يشتري حاينت ودير كذا على مثلا ويكره دوق إذا دير أميل داس إن شاء الله ديتش وتقاتش تير اللي دو إذا دايت يدي قيرش داي قاتشا داي اللي ما يفلو آمين آمين وين هنت ماشي دات وين هنت رايح دي أخي وليش بالباي شو درتي بالباي بزوي يقدر نيزي لايز أما ألر سابي خلق تشينجو يطريق ويدا المولا
Turpul diyormuş halıya değil mi? Oğutul gentin. Ну что ж, уважаемые телезрители, на этой веселой ноте мы заканчиваем нашу программу. Хочется сказать вам, чтобы вы оставались с нами на нашей кухне, где бывает все только самое вкусное и полезное. Для приготовления чеченского национального блюда холтмаш с черемшой необходимы следующие продукты. Мука кукурузная, мука пшеничная, черемша, щавель, петрушка, яйца вареные, творог слабосоленый, масло топленое, бараний жир, кефир, сода пищевая, соль. Приятного вам аппетита! С нами все самое вкусное и полезное. Желающие принять участие в программе «На кухне У» звоните по телефону 8 928 894 49 90. В горах ягоды, в реках рыба озер, рыба-озер. И все это только полезную пищу. Не полезную употреблять. На лугах... Подожди, Нурит, стоп. А ты знаешь, что у черемши есть и другое название? Ты должна сказать: не знаю, скажи мне. Да? Давай. Также при щитовидной залезе. А также при щитовидной... Да что ж такое-то, стоп. Мы режем черемшу, которая совсем молодая, а другую уже позросли. А другую уже А кто сегодня к нам придет в гости? Пауза. Не знаю. Вот такого мастера. Потем к шье, дорогой. Tabii topu vermiş dersin, sokuldular. Танцуют все! А я там,